За прошедшую неделю выросли цены на бытовую химию. Так, на зубную пасту, мыло, стиральный порошок и шампунь повышение стоимости варьируется в пределах 3-5% в оптовом звене и 6-8% в рознице. Министр отметил, что сохраняется высокий спрос на товары длительного хранения, включая крупы, макароны и тому подобное. При этом в лидерах ценового роста овощи, чай и гречка. По словам Бадмы Дарджиева, если рост цен на овощи характерен для данного времени, то стоимость чая и гречки увеличилась в связи с ростом отпускных цен на закупочных базах. Ряд товаров, показывавших рост цен в первой декаде марта, за прошедшую неделю зафиксирована по ним отрицательная ценовая динамика. Это мясо кур, яйцо столовое, огурцы и томаты. Также следует отметить стабилизирующие цены на сахар, муку и масло подсолнечное. По основным продовольственным товарам запасы в розничной сети имеются на срок от 5 до 39 дней. Минпромсвязи ведет ежедневную работу по изучению ситуации на торговых объектах республики. Проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями администрации районов и городов республики, также с привлечением специалистов УФАС и Роспотребнадзора. Представители федеральных служб привлекаются при проверках сетевых магазинов, таких как «Магнит», «Гурман», «Забава», с периодичностью раз в неделю. Также во всех муниципалитетах республики созданы рабочие группы по противодействию необоснованному увеличению цен на продукты питания. Председатель правительства Владимир Сластенин призвал придерживаться графиков проведения ярмарок в муниципалитетах и продолжать ежедневный контроль за ситуацией с ценообразованием, в том числе провести мониторинг цен стройматериалов. Не выше 10% у нас рост товарная наценка, это нормально, в норме держим. Значит, и по сахару вы не сказали, мне кажется, сахар. По сахару 85 рублей сейчас он стоит. Ну, 85, не 100 уже. Да. Ну, все тоже, значит, откатилось назад. Ну, магнит там по 2 штуки на руки, да. Так, у нас наши службы, которые принимают в этом участие, у нас кто последний? Карбулак проводил ярмарку сельскохозяйственную. Но люди довольны, что по сниженным ценам. Так, а он же как ярмарка. Картошка сколько стоит? Но она была у нас 80 недавно. Значит, давайте продолжим практику. График есть, прошу контролировать. Нужное дело людям сейчас как раз весеннее и значит, месяц святой идет, и затариваться все равно к празднику будут. Напомним, в марте-апреле еженедельно в различных населенных пунктах Ингушетии по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Цены на продукты и товары первой необходимости будут установлены на 10-15% ниже среднерыночных. Хава Султыгова, Ахмед Парчиев, Хусейн Гагиев. Новости 24.